Таджики очень рады, что этих людей могут наказать. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, каких озверевших хотят привлечь к ответственности, что не может не радовать. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. В Кулябском регионе задержаны 3 участвовавшие в облаве на призывников. Работник военного комиссариата, сотрудник милиции и зампредседателя сельского джамаата в Васейском районе подозреваются в избиении уже отслужившего в армии молодого парня в ходе облавы и принудительном призыве освобожденного по состоянию здоровья местного жителя, сообщили в Кулябской зональной прокуратуре. Работник военкомата Хатлон Рахматшоев, сотрудник ОМВД Фархади Рахматулло и зампредседателя сельского джамаата Сейдаброр Каландаров подозреваются в злоупотреблении служебным положением, сообщили в Кулябской зональной прокуратуре 20 декабря. Задержанным грозит крупный штраф или лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Хашим Хаджаев, председатель сельского джамаата имени Хадайора Раджабова Васейского района, подтвердил задержание своего заместителя Сейдаброра Каландарова. Насколько я знаю, молодого человека, прибывшего из Бальджувана на машине, моего заместителя доставили в военкомат. Он утверждает, что его в машине избили и порвали ему ухо, добавил Хаджаев. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, их действительно накажут? Потерпевший Джурабек Ятимов говорит, что он уже отслужил в армии. Несмотря на это, в прошлом месяце его задержали во время облавы и избили. По его словам, врачи дали заключение, что во время избиения у него было порвано ухо. Я занимаюсь коневодством в Васейском районе. Меня в этом году задержали дважды. Первый раз во время весеннего призыва и второй раз во время осеннего. Во время облавы весной я показал военный билет, после чего меня отпустили. А осенью меня опять задержали и сильно избили. Я пожаловался в прокуратуру. Хочу, чтобы их наказали по всей строгости закона, сказал Джурабек Ятимов. А семья Исмаила Табарова из села Пушийон Васейского района пожаловалась в прокуратуру на облавщиков, которые принудительно отправили в армию их сына, страдающего психическим заболеванием. В Кулябской зональной прокуратуре сказали, что Табарова привезли из воинской части для дачи показаний. В Таджикистане дважды в год, весной и осенью, проходит призыв молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет на срочную службу в армию. Таджикские власти заявляют, что количество молодых людей, которые добровольно идут служить в армию, с каждым годом увеличивается. В то же время каждый год во время призыва на воинскую службу в интернете появляется много жалоб на облавы. Молодых людей призывного возраста насильно забирают с улиц в армию. Ранее жители джамаата Мехнатабот района Кушаньон жаловались, что местные власти отрезали их дома от электричества и закрыли мечеть, требуя, чтобы они вернули сыновей из миграции и отправили их в армию. В хукумате района сообщили, что ничего не знают об этом. Юристы назвали действия местных властей незаконными. Отсутствие надлежащих условий для прохождения службы, жестокое обращение к солдатам и неуставные отношения, смерть молодых людей во время службы являются одними из главных причин нежелания молодых людей служить в таджикской армии. Правительство Таджикистана в отправленном в Комитет ООН по правам человека докладе сообщило, что с 2019 по 2021 года из-за неуставных отношений в армии погибло более 100 солдат. Как вам такие цифры? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!